Очередная моя самоделка. На этот раз я сделал самодельный штатив. Вот такой получился. Метр высота, наверное. И вкратце сейчас я расскажу, что и как сделал. Начну показывать с нижней части штатива. Вот получается такая крестовина, на чем все держится. И длина вот этой, размер одной полоски 25 сантиметров. Сперва я наварил крестовину, на него наварил стойку из профильной трубы 20 на 20, толщина 2 миллиметра, наверное. Дальше получается идет такая же профильная труба, но уже размеры 15 на 15. Он хорошо входит туда. И вот здесь барашек я сейчас откручу. Так. Это все съемно я сделал. Легко и просто. Открутил. Получается вот такое отверстие тут. И смотрите, он как удлиняется. Я сделал 3 отверстия на новом. И на каждое отверстие можно прикрепить болтом, какая высота вам надо для съемки. Все, это все работает, хорошо ходит туда-сюда. Так, стойка у меня получился, это сейчас, чтобы не обмануть, 20 на 20 профильная труба, стойка 85 сантиметров. Вот этот, главная стойка. Дальше уже, которая ходит там внутри, он вообще можно вытащить, съемная. Он высотой метр, ровно метр. Дальше уже идет вот третья часть, тоже съемная, можно все разобрать. Он как получилось у меня. Так, и сделал очень просто. Наварил. Вон, все аккуратно. Вот эта часть на пруд где-то 10 миллиметров, наверное 10, да, сотка, наверное, помнится. Такая толщина. Дальше приварил я, как лепесток сделал. Ну, назовем лепестком, пускай будет. В двух частях, с одной и с другой стороны. Их сделал из 2 миллиметра тоже лист, обычный железный лист 2 миллиметра. Дальше получается у меня как Т-образное. Не Т-образное, но не могу вот сказать, но он видно на экране, что я сделал. И, скажем, если этот барашек ослабить, он ослабить, и в каком положении вам надо, ходит туда-сюда, надо вот под углом заснять что-то. Так сделал, зафиксировал. Легко и просто все. Камера будет так стоять. Так, вот эта часть, вот верхняя часть. Еще вот я здесь записал, чтобы не забыть. 3 сантиметра ширина, 7 сантиметров длина. 3 на 7. Сюда на клей момент наклеил обычную резину, ну, чтобы камера устойчивая была, сидела и не царапалась. Вот. И вот как выглядит. Кто пожелает сделать так, сразу поймет. Примерно вот видно, как все сделано. Ну, еще осталось этот штатив не покрасить, но дождусь я лета, сейчас зима, летом обязательно покрашу. Вот смотрите, вот хочется под углом заснять, вот в таком положении оставляете.
хочется еще какой-то угол, ослабляете. Можно вообще вертикально заснять, можно наоборот, можно прямо так, 90 градусов. Кто что будет снимать. Все. Здесь у меня вот так, сейчас покажу еще. Вот снизу я приварил гайку, обычную гайку 6 миллиметров. Болт 6 миллиметров. И приварил на 2 сантиметра болт вот такой барашек, ну, чтобы крутить легче там. Вот. И так фиксируется, так оно фиксируется видеокамера или фотоаппарат. Все, прикрепил, все нормально. Этот барашек, обычный барашек, также болт 6 миллиметровый, вот с одной стороны, с другой стороны. Все удобно. Так, ну что еще? Вроде все показал. Так, и все это дело у меня обошлось где-то, ну, рублей 250, грубо говоря, 300 рублей. И если вот купить в магазине такой высотой штатив, где-то, наверное, рублей 3000, минимум 2,5. А у меня все это обошлось 300 рублей. Там работу где-то на пару часов. Если не полениться, можно самому все сделать. И вот, я думаю, пригодится. Будем снимать с таким штативом. Можно и на природу, там багажник закинул, и ничего страшного. Вот. Так удлиняется. Все работает. Все ходит легко и просто. Угол нужен, зафиксировал. Вот так. Для примера вот прикрепил обычный фотоаппарат. Древний уже у меня. Сколько заснял уже видео на нем. И вон, смотрите, как нужен какой-то угол, вот, скажем, заснять вот с таким углом. Вот одной рукой можно все это сделать. Все, прикрепил, вот тебе угол. Очень удобно. И ничего страшного, что это немножко гремит. Это все дело можно вот эту часть, ну, изолентой намотать, и ничего не будет шуметь. Или обычной спичкой туда затолкаешь, и все нормально. Вот как все это дело делается. Ослабил болт. Так, в какую сторону? Ага. Перепутал чуток. Так, ослабил болт. Захотелось заснять падающий самолет. Вот все. Зафиксировал, и все. Все нормально, вон как смотрится. Можешь небо заснять, можешь землю, можешь прямо. Все удобства. И не надо платить 3000 или 10 тысяч за какой-то обычный штатив. Конечно, бывают магазинские более компактные. Если с Алиэкспресса там купить там дешевый, но я смотрел, как там стойки вообще никуда не годятся. Там очень слабенькие пластиковые стойки. Ну, зафиксировал. Зафиксируешь для прямой съемки. Вон, все фиксируется. И как бы вот две пластины прижимают вот среднюю пластину. И так получается. Так что осталось еще у меня покраска. И можно сказать, штатив готов. Но он уже рабочий. Я уже начинаю на нем работать. Так что выводы делайте сами.
или купить за 2,5-3 тысячи, или за 300 рублей сделать вот такой обычный штатив. Можно, конечно, еще придумать крестовину как на петли, чтобы чтобы убирается, там вообще удобство будет, там убрал или какую-нибудь щель куда-нибудь под диван закинул, или вообще разборную. Это все можно. А я в деревне живу, для меня это не проблема, место есть где держать. Там в угол туда поставлю, дверь откроешь, там никто и не заметит, что там за дверью стоит штатив или еще что. Так что можно придумать все. А я доволен этим. Мне нравится. Так, вот еще болтик обратно прикреплю, вон отверстие. Все делаю одной рукой. Все удобно и просто. Это для того, чтобы, если там у меня отверстие, то дальше поднимать. Ну, на этом, наверное, все. Кому понравилось мое изобретение, что я придумал, что сделал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А на этом все. Всем пока.